Татары на Волге. Аннотация книги. Что такое татарский мир? Какие народы в него входили? Когда татары появились в самой северной части этого мира, на Волге и Каме? На эти вопросы попытался дать ответ автор книги «Татары на Волге» с помощью самих тюркско-татарских историков XVII-XIX веков, хивинского хана Абулгази, стамбульского путешественника Эвлия Челеби и казанского имама Хусаина Амирхана. Продолжение следует. Предисловие. Татары – это суперэтнос. Суперэтнос – это научный термин. А то некоторые читатели понимают, что татары сами себя приподнимают, мы супер. Не в смысле мы супер, а это научный термин. Не просто этнос, а суперэтнос, который объединяет несколько различных этнических образований. Итак, татары – это суперэтнос, обнимающий огромный татарский мир или Солгат, как называл татарскую землю османский путешественник Эвлия Челеби. Даже Великая Татария, названная в британской энциклопедии 1771 года самой большой страной на нашей планете, представляла лишь часть, пусть и значительную, этого грандиозного мира. Границы его условно простирались от Стамбула до Бухары и от Казани до Тобольска. А на самом деле выходили и за эти пределы, занимая практически всю Евразию, кругами, как от брошенного в воду камня, распространяясь и на другие континенты. Сегодня к великой трагедии от этого мощного этнообразования и уникального самосознания остались лишь крошечные островки в виде казанских, сибирских, астраханских, крымских, польско-литовских и других мелких групп татар. Но нужно выразить им великую признательность за то, что они сумели сохранить это тысячи раз оболганное и очерненное имя татары, некогда звучащее очень величественно и гордо. Род татар есть надревнейший и наиславнейший из тюркского народа, говорил потомок Чингисхана, хан Хивы Абулгази. А его современник из Стамбула, Эвлия Челеби, писал: «Среди татарского народа нет брани и злобы, спеси и гневливости, вражды и порицания. Они очень стыдятся друг друга. Если кто-нибудь бранится и ссорится, другие люди его презирают. Их гнев и вражда направлены только на врагов, а гнев их от Бога». А вот как описывал древнюю Казань Хусаин Амирхан. В давние годы по числу улемов и шейхов она, Казань, стояла на одном уровне с Крымом и Дагестаном. Праздничные, пятничные, да и повседневные пятикратные намазы все они читались сообща в соборных мечетях. Ищущие знаний обучались в медресе и все время были заняты изучением религиозных наук. Это был мусульманский город, полный торгового люда, в который стекались купцы из самых разных стран. Иностранцы тоже отмечали необыкновенные качества татар. Так еще в XVI веке испанский путешественник Педро Тафур констатировал: если на восточных рынках среди рабов продается татарин или татарка, то цена на них в 3 раза выше, чем на других рабов, ибо с уверенностью можно сказать, что ни один татарин не обманет и не предаст. Народ, известный под именем
казанские татары занимают небольшую, самую северную часть этого исторического мира, почти уже канувшего в лету. Казанских татар по-другому называли еще просто казанлы, казанцами, казанскими тюрками, казанскими мусульманами, булгарлыками, а восточные соседи именовали нугаями, южные – мангытами, османы – хиждеками, русские летописи – бесерменами. Очень большой процент людей, интересующихся историей, включая самих профессиональных историков, до сих пор не могут освободиться от черной легенды о татарах, созданной еще в XVIII веке на недостоверных или подтасованных источниках. Но изучая труды прежних независимых тюрко-татарских авторов, которые пользовались преимущественно собственным кругом древних рукописей и сказаний, видишь совсем другую историю. Для этого достаточно ознакомиться хотя бы с несколькими оригинальными тюркско-татарскими сочинениями. Давайте посмотрим на наше седое прошлое глазами авторов XVII-XIX веков: хивинского хана Абул-Гази 1603-64 годы жизни, стамбульского путешественника Эвлия Челеби 1611-1682 годы жизни и казанского хама Хусаина Амирхана года жизни 1816-1893.